Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Указом президента Рауля Хаджимба, вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия назначен Адгур Арцинба. Рауль Хаджимба встретился с членами Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Во встрече также приняли участие вице-президент Аслан Барцыц и министр здравоохранения и социального обеспечения Тамас Цахнаки. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Нала Авицба. Члены ассоциации отметили положительные результаты в сфере медико-социальной реабилитации инвалидов войны в течение 5 предыдущих лет. В частности, было отмечено оказание финансовой поддержки региональным организациям, повышение пособий инвалидам первой группы, приезд в Абхазию специалистов в сфере протезирования нижних конечностей из ФРГ. Участники ассоциации также представили президенту предложения по реформированию деятельности Фонда инвалидов Отечественной войны. В завершении встречи Рауль Хаджимба подчеркнул, что Ассоциация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии со стороны государства и в дальнейшем будет оказываться поддержка. Сухумский городской суд избрал в отношении одного из подозреваемых в стрельбе у ресторана «Сан-Рему» меру пресечения – заключение под стражу до 15 февраля. Об этом нам сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии. Ранее сообщалось о том, что установлена личность одного из подозреваемых в совершении этого преступления, и соответствующий материал на него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается. 18 декабря 2019 года суд кассационной инстанции в составе председательствующего судьи Верховного суда Тимура Тарба, судей Романа Кварча и Лии Адлиба рассмотрит кассационную жалобу представителя истца, бывшего кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициния на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента Абхазии. 18 декабря в Сухуме состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией под председательством премьер-министра Республики Абхазия Валерия Абганба и заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко. Спикер Народного собрания Валерий Кварча принял членов турецкой политической партии «Ватан», находящихся в эти дни в Абхазии, с визитом. Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей в политической, экономической и культурной областях. В ходе встречи генеральный председатель турецкой политической партии Догу Перинчек и председатель республиканской общественной организации «Лига друзей Абхазии» Астамур Улогуа подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает содействие сторон в расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, привлечение внимания мировой общественности к проблемам международного признания Республики Абхазия. Мы призываем все государства и народы Черноморского и Средиземноморского побережья прийти к общему пониманию и приложить усилия для мира, дружбы и благоденствия на наших территориях и в наших морях, где мы добываем свой хлеб. Для этих целей предлагаем: первое. Ликвидировать базы США и НАТО, которые угрожают миру и развитию в Черноморском регионе, и поддержать борьбу против сепаратистского фундаменталистского терроризма. Второе. Признание Республики Абхазия и Турецкую Республику Северного Кипра всеми государствами региона и мира. Признание Крыма в качестве территории Российской Федерации. Обеспечение мира в Сирии и ее территориальной целостности. Положить конец давлению на палестинский народ. Обеспечение территориальной целостности и мирного урегулирования в Ливии. Упразднение санкций и эмбарго, направленных против Абхазии, Турции, России и Ирана. Создание свободной торговли и экономического сотрудничества между странами. Подписанное соглашение прокомментировал и генеральный председатель турецкой политической партии «Ватан» Догу Перинчек. Сегодня подписали очень важный документ для Абхазии, для Турции. Это войдет в историю, я так считаю. В ближайшее время я надеюсь, что Турция должна признать
в Абхазию. Это у нас первая встреча была, первый приезд мой в Абхазию был. Раньше я не приезжал. Сегодня мы подписали, еще раз повторяюсь, очень важный исторический документ. Вчера мы еще с президентом встречались, о многом поговорили, и он нас выслушал, и мы свое мнение сказали, и мы придерживаемся одной точки. В поселке Гечерыпш построена новая линия электропередачи. Чтобы протянуть из Российской Федерации до подстанции Гечерыпш линию напряжением 110 киловольт, были установлены новые опоры и комплект трансформатора тока. Теперь в случае необходимости будет возможность без проблем получать электроэнергию из России. Подробности в репортаже Сарии Кварацхеля. Работы по строительству новой линии электропередачи из Российской Федерации до подстанции Гечерыпш 110 киловольт сотрудниками РУП «Черноморэнерго» велись с середины октября. И вот они закончены. За это время здесь был установлен комплект трансформаторов тока, в том числе разъединители и выключатели для защиты линии, а также новые опоры в приграничной зоне села Гечерыпш. Установлено оборудование коммутационное, измерительная аппаратура в виде трансформаторов напряжения и тока, для того, чтобы обеспечить резервное питание по линии 110 киловольт в район Гагры, Пицунды, Бзыпи. В настоящее время, оборудование смонтировано, проведено испытание этого оборудования. Оно практически готово к работе. Когда мы включим линию ПСО, или Гечерыпш, как у нас называется, вот через этот выключатель мы будем питать вплоть до по станции Гагра-3, включительно и до Бзып-220. Вот всю эту часть линии и подстанции мы должны будем защитить посредством вот этого выключателя. Установили панель защиты, которая будет обеспечивать и защиту, и автоматику работы этого выключателя, автоматику работы вот этих разделителей, которые здесь стоят. Вот. И она будет защита, и выключатель будет дублировать выключатель, который находится на стороне Российской Федерации. Всего было установлено 5 новых железобетонных столбов и 1 анкерная металлическая опора. Для этого пришлось использовать специальную технику. Теперь именно по этим линиям после заключения межгосударственного соглашения с Россией в случае необходимости в Абхазию будет поступать электроэнергия. После переговоров с правительством, после одобрения и подачи команды РУП «Черноморэнерго» подсоединится через границу к российской территории, и после подачи перетока мы готовы принять данное напряжение на подстанцию Гечерыпш. Все работы в данном объекте проводятся за счет средств РУП «Черноморэнерго». Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Отдел транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации города Сухум совместно с ГАИ внесли изменения в движение автотранспорта на турбазе, сообщает пресс-служба администрации столицы. Движение с улицы Акиртава на улицу Анчабадзе будет запрещено. Водители, следующие по улице Акиртава, смогут повернуть на улицу Квициня. Автомобилям, следующие по улице Ладария, разрешено будет заезжать на улицу Анчабадзе, но при этом запрещено заезжать на улицу Квициня. Таким образом, на улицах Анчабадзе и Квициня создается одностороннее движение. За последние 2 года проделана большая работа для улучшения инфраструктуры города Гудаута. Полностью заасфальтированы 4 центральные улицы, проложен новый водопровод, заменена канализационная система. Большое внимание уделяется озеленению города. Так в эти дни в Гудауте по проспекту Героев завершена высадка саженцев кипариса индийской лакерстремии. Эти деревья были завезены из Италии. В планах руководства районной администрации ремонт еще 12 улиц города, а также высадка новых видов растений. По возможности ежегодно по инициативе главы администрации Гудаутского района мы проводим работы по озеленению города. Мы все знаем, что у нас по улице Дзидзария был высажен конский каштан. Вот уже 2 года все саженцы прижились, и
будем надеяться, что в будущем они будут радовать наш класс. На данный момент мы продолжаем наши работы по озеленению. Конкретно по проспекту Героев мы высаживаем сейчас 84 саженца. Половина из них кипарис, и остальная половина это лагерстремия индийская, которая очень красиво цветет. Я абсолютно уверена, что в скором времени и жители, и гости нашего города будут очень рады такому преображению. Конвенция ООН о правах ребенка переведена на абхазский язык. В Доме детского творчества «Айнар» состоялась презентация издания. Кроме того, здесь же состоялась выставка детских рисунков воспитанников Дома творчества. Репортаж Эсмы Гуланце. В этом году во всем мире отпраздновали 30-летие со дня принятия Конвенции о правах ребенка, важного документа, регламентирующего права юного поколения на международном уровне. К этому событию Детский фонд ООН в Абхазии приурочил выпуск издания на абхазском языке. Сегодня мы здесь для того, чтобы отпраздновать 30-летие со дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка. Это значит, что у каждого ребенка есть право на жизнь, на здоровье. У каждого ребенка есть право на то, чтобы полностью реализовать свой потенциал. И мне доставляет огромную радость и счастье быть сегодня здесь и видеть эти творческие работы детей и самих детей. Перевод текста конвенции выполнила Тамила Аршба, скорректировала Светлана Курсая, дополнила иллюстрациями Анана Ломия. Организацией ЮНИСЕФ были опубликованы 2 вида изданий – брошюра с официальным текстом и книга с красочными рисунками, адаптированная для детей младшего возраста. Коллеги, друзья, уважаемый господин Хенлан, мы вас поздравляем с сегодняшним событием, с 30-летием принятия Конвенции о правах ребенка. Мы знаем, что это самый ратифицируемый документ в мире. Сегодня многие страны отмечают это событие. И то, что в такой день вышло вот такое замечательное издание, иллюстрированное на абхазском языке, конечно, это стоит особого внимания, и поэтому огромная вам благодарность. В рамках мероприятия воспитанники Дома творчества «Айнар» выставили свои рисунки. Маленькие художники изобразили красочные пейзажи, натюрморты, портреты людей, животных и персонажей сказок. Некоторые рисунки умиляли, другие удивляли и восхищали, заставляя задуматься о том, что детская картина не просто отражение способностей ребенка, а его мысли и взгляд на жизнь. Я здесь нарисовала рисунок балет, потому что я с тех пор занимаюсь балетом с 4 лет. И я нарисовала здесь, как мы занимаемся классикой. Я хочу стать учительницей по балету, чтобы всех учить крутыми движениями. Я хотел медузу нарисовать, когда первый раз пришел, но у меня получилось вот так. Я не знала, что нарисовать. У нас в школе была тема про медузу. Люблю там природу рисовать, Новый год, но он же наступает. Это портрет моей тети. Она здесь переводила на русский язык с английского. Я люблю рисовать животных, природу. Значение подобного рода мероприятий отметил исполняющий обязанности главы столичной администрации Кан Кварчия. Сегодня столько прекрасных, красивых. Я вот Лиле Эдуардовне уже показывал. Смотри, какие дети красивые, все очень интересные, глаза у всех такие яркие, ясные. Дай Бог, чтобы у них жизнь сложилась красивой, плодотворной, интересной. Я думаю, что вот такие праздники вообще способствуют развитию наших детей, мышления их, мировоззрения. Конвенция о правах ребенка гласит, что детям должны быть доступны не только образование и здравоохранение, но и условия для развития их творческих способностей и талантов, а также среда счастья, любви и понимания. Эсма Гуланзе, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. В Туле прошел 20-й традиционный Кубок России по каратэ-до Шотокан КЗХ, в котором приняли участие спортсмены из более 12 регионов России и Абхазии. Первенства в таких дисциплинах, как фукуго ката и бункай ката, оспаривали более 200 спортсменов. По итогам соревнований абхазские каратисты в разных дисциплинах завоевали 2 золота, 3 бронзы и 1 серебро. Тренер спортсменов, президент Федерации каратэ-до Абхазии Ахра Абух
Погба участвовал в данном турнире в качестве международного инспектора. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, 17 декабря в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 12-17. Температура морской воды плюс 13 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.